Ахәаԥшреи абареи акакәӡам рҳәоит. Убас иахьа зыӡбахә ҳамоу асахьаҭыхҩы иусумҭақәа ирыхәаԥшуа аӡәы имбо даҽаӡәы ибар алшоит. Иусумҭақәа рҿы иаарԥшу иара идунеи ауп. Иахәаԥшуа уи ибаргьы илшоит, аха дацәыхарахаргьы ауеит. Бзиара шәымаз, ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, аефир аҿы иҟоуп адырраҭара анарха. Иахьатәи ҳҭыжьымҭа изкуп асахьаҭыхҩы Адгәыр Ӡиӡариа. Адгәыр диит аҭоурыхҭҵааҩ, аҵарауаҩ ду Гьаргь Ӡиӡариа иҭаацәараҿы. Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа ашьҭахь дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә асахьаҭыхратә академиа. Иара убраҟа аҟазара аҭоурых ҭиҵаауан. Иҳәатәуп асахьаҭыхҩы иаҳасабала иара ашьақәгылара дшалагаз Аҟәатәи агәыԥ ҳәа изышьҭаз асахьаҭыхыҩцәа рхеидкылаҿы. Зқьышә иԥшьын ҩба шықәсазы Адгәыр Ӡиӡариа дцоит Естониаҟа. Уаҟа иара аграфик аҿы ихы ԥишәон. Рҵаҩысгьы диман асахьаҭыхҩы апрофессор Виве Толе. Анаҩс иара диасуеит нхараҳәа Германиаҟа. Аҟаза иусумҭақәа цәырганы еиуа еиԥш маҳәаа нырцәтәи ацәыргақәҵақәа рҟны. Имҩаԥысхьеит изныкымкәа хаҭалатәи ицәыргақәҵақәагьы. Иара ЮНЕСКО жәларбжьаратәи асахьаҭыхыҩцәа рассоциациа далахәуп. Иахьа Адгәыр Ӡиӡариа хантәаҩра азиуеит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла. Убасгьы иара акыр дрызҿлымҳауп ҳреспубликаҿы имҩаԥысуа аиҭакрақәа. Акырынтә дықәгылахьеит аҳҭнықалақь иамоу аҭоурыхтә хаҿра аԥсахра даҿагыланы. Абас исыҽны амаланыҟәа дақәтәаны иусурахь даауеит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ахантәаҩы асахьаҭыхҩы Адгәыр Ӡиӡариа. Ааигәа иара Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы маҭәарқәак аҵаҩцәа рызнагара инапалаикит, аха уажәы аҵараиурҭахь дназгаз даҽакуп. Араҟа ихы ԥишәоит иара изы иҿыцу аусаҿы. Иколлегацәа Амиран Адлеибеи, Руслан Габлиеи иареи Аԥсны афырхаҵа Султан Сасналиев ибиуст аус адулара иаҿуп. Адгәыр иажәақәа рыла иара аскульптурахь азҿлымҳара изцәырҵеижьҭеи акрааҵуеит, аха еиҳарак дзызхәыцуаз абстракт скульптура акәын. Бюст Сасналиева был заказан. И опять же, я сначала, конечно, я похихикал, я думал, что я, естественно, хватит мне этого опыта и не буду. Но потом как-то просто, опять же, это все незаметно происходит. Просто сказали, глянь, немножко потрогай, вот посмотри, подправь, и втягиваешься. А потом мне стало интересно. Во-первых, он как личность сам, образ, самое главное. И вот этот, вдруг, вот этот азарт, да, действительно образ передать, образ. И, то есть задача, когда не просто там похож, не похож, этого мало. И вот это мне стало интересно действительно. Но, конечно, у такого сотрудничества, это как всегда, то есть есть две стороны. С одной стороны, это три творческие личности, у которого у каждого свой, причем не юный, да, когда у каждого сложился свой как метод, художественные пристрастия и прочее, прочее. Там много составляющих вот, отдельного художника. И когда это три разных человека, тут то есть вот здесь важно, как, если что-то срезонирует, то тогда дает эффект, да, усиливание. Есть что-то, что начинает наоборот уводить. То есть мы начинаем как бы друг другу, то есть приходится иногда, то есть один так подправил, другой опять переправляет, и то есть есть такой момент. Акыр шықәса Аԥснанҭыҵ инхоз Адгәыр уажәы иԥсы адгьыл аҿы дыҟоуп. Иахьа иара дынхоит иахьизҳауаз Аҟәатәи иҩнаҿы. Лассы-лассы игәалашәалоит ихәыҷра. Я, конечно, если говорить об отце и там воспитании, то такого, как сказать, прямого, что ли, воспитания особого не было. Он как-то занят был своими делами, но я понял важность все-таки примера. Просто личного примера. Наша мама, которая там больше нашим воспитанием занималась и возилась с нами, и, в общем, практически трудилась на нас, то есть она практически стала домохозяйкой, вот, в ущерб, хотя она очень талантливый человек была, и удивительно и грамотная, и образованная. Вот непонятно как, потому что отец женился, она была первокурсницей.
Вот, к сожалению, но вот тот уровень, что она успела, то есть то, что она узнавала, это уже все, это у нее было. Я очень завидовал, как она красиво писала, у нее почерк был красивый. Она отцу печатала все его вот труды основные, это печатала она. И то есть она была такой у нас скорее вот духовный лидер в семье. И я очень ее любил, в смысле как личность. Она очень интересная была. Она вот более философского склада даже. И я много от нее почерпнул. Даже какие-то абхазские такие, я специально там ее расспрашивал. Откуда она опять столько знала? Она, в принципе, была такая гудаутская девочка, городская, да, в свое время. Вот единственная дочка такая, даже могла быть там балованной такой, но тем не менее она оказалась, она, во-первых, очень трудолюбивая была и как-то вот не избалованная совершенно. Наоборот, такая жертвенность в ней была. Мои друзья там называли некоторые ее бодисаттвой, то есть это те, которые уже, как сказать, просветление на них нашло, но они остаются с людьми, чтобы помогать людям некоторым вот, как бы двигаться по жизни. Вот она такая бодисаттва была, она абсолютно жертвенная по себе. Поэтому я сейчас больше о матери заговорил, потому что, но отец вот просто как сказать, это потом ты начинаешь осознавать. И сейчас я узнаю многое в себе. Во-первых, какие-то даже нравственные моменты очень важны. Это общая атмосфера вообще в семье. Мне кажется, это столь актуально сегодня. Невозможно самому быть безнравственным и пытаться воспитать сына, чтобы он потом там стал хорошим и полноценным таким членом общества. Адгур ашкол ашьҭахь дызҭалаз Қарҭтәи академиаҿы аҵаратә процесс шымҩаԥысуаз еиҳарак қырҭшәала акәын. Убри аҟнытә иара иажәақәа рыла уаҟа ихы игаз аамҭа инаҭаз усҟак ирацәаӡам. Аԥсныҟа даныгьежь иара иҿаԥхьа иқәгылоит азҵаара, иарбан хырхарҭоу ихы ззеикша. Просто вот когда я приехал после академии и думал о том, такой опять я весь был готов к жертвенности. Естественно, основной акцент был это на памятниках архитектуры. Вот нас на что затачивали. То есть нам давали общее образование, да, такое искусствоведческое, там, умение писать рефераты, к тому же, да, то есть как профессионал. Но заточенность была вот на памятниках архитектуры, ну, в частности грузинской, но у нас параллелей очень много. Они, конечно, называли это абхазской школой грузинской архитектуры. На самом деле схожего много, но абхазская школа, она самостоятельная. То есть она от Византии, первые проявления были все-таки это напрямую византийские, поэтому у нас все-таки это своя школа, она ближе к вот византийской по канонам. И я готов был этим заниматься. И парадоксально, что я в свое время по лимиту поступал. И то есть обычно лимит это вот как бы республика нуждается в специалисте. Но когда я как молодой специалист, естественно, обратился к моему отцу как к директору АБНИ, где единственное место можно было, то он мне отказал. Да, вот парадокс. Потому что он сказал, что ну, как бы обвинят в семейственности. Я говорю, я у кого-нибудь отнимаю место. Я был первый специалист, получивший специальное образование искусствоведческое. Но, тем не менее, вот так получилось. Я тогда уже вот задумался о том, что, ну, я просто стал делать то, что мне легче, ближе всего и то, что больше всего хотелось. Я просто там рисовал. Ну, как-то я там пошел преподавать в училище и так далее. Но, в общем, это все так. И потом я вот для себя решил, что или я действительно занимаюсь творчеством и определяю, вот я художник или нет, как профессионал. В смысле, профессионал это тот, кто может и зарабатывать этим, и мало того, просто мыслить через это, то есть коммуницировать с социумом, скажем так. И я тогда уехал в Эстонию. Эстонияға ицара асахьаҭыхҩы иажәақәа рыла машәыршәоуп ишыҟалаз, уаҟоуп иара дахьидырыз аԥхьаҟа арҵаҩыс иоуз Виве Толли. Я познакомился с эстонскими двумя музыкантами, которых там не встретили, которые ехали тут на Ингургес концерт какой-то давать. Им, ну, друзья-комсомольцы им сделали такую вот левую поездку, вот, а их не встретили. А мой брат в комсомоле работал, и они пришли в комсомол. А я у него случайно находился, он попросил меня их как-то занять, пока он узнает. Я их повел вот в нашу нарту там накормить, и мы стали общаться, и почему-то нам стало очень интересно друг с другом общаться, мы очень близкими потом друзьями стали.
А зять вот этой моей учительницы, он был другом одного из них. И просто когда я к ним приехал, они меня повели к ней. Ну вот, в общем, как оно все и бывает. И она сначала как-то так настороженно восприняла, потому что это немножко такой у них мушкетерский стиль такой, безалаберный. И она думала, я тоже такой, наверное, шалопай. Но когда она увидела, что я могу трудиться вообще не вставая целый день, это ее очень... Она сама очень такая трудолюбивая. Но вот в 80 она делала выставку, в 82 она ездила в Швецию, там мастер-класс давала там какой-то... В общем, хотя ей уже трудно было. Но вот, то есть она сама очень трудолюбивая была. И поэтому ее, наверное, вот это как-то, не знаю, ей понравилось. А потом я у нее был, конечно, в любимцах. И она очень как-то всегда просто по-матерински заботилась. Просто вот. Поэтому я очень большую школу у нее прошел. У нее, во-первых, много было литературы специально, то есть просто альбомов по искусству. Я общее развитие получил у нее хорошее. Просто я имел возможность листать, там, она, может, мне не рассказывала что-то, но я видел массу книг хороших. Плюс она учила вот не то, что там техникам, а она как-то учила вот параллельно, она очень деликатная, и даже не замечал, как она влияла. Но она очень вот композиции, каким-то таким вещам, причем особо ничего не произнося. Потом она была очень авторитетной, через нее я, например, мог посещать художественный институт, любые занятия. Я вообще там в каких-то шикарных условиях был. У меня, как парадоксально, но всегда везде за пределами у меня больше условий, чем дома. Это уже так сложилось исторически. Анаҩс машәыршәа адгәыр иоуеит Алшара иусумҭақәа Германиаҟа аргаразы. Уи ашьҭахь еиуеиԥшым асахьаҭыхратә галереиақәа рҟынтәи ааԥхьарақәа иоуо далагеит. Ари зегьы асахьаҭыхҩы данахцәажәо еснагь наҵеишьуеит уи машәыршәа иҟалазоуп ҳәа, аха ус акәҵәҟьоума, уи зҵаароуп. С Германией это тоже опять случай. Как всегда, все вот выстраивается из случаев. И там тоже было так, что просто наша Сухумская, она жила в Германии, она там открывала галерею свою, и там некоторые даже сухумские художники с ней сотрудничали. И однажды я даже с ней не очень там знаком был, она жила вот на Фрунзе, где училище там. И потом она позвонила и попросила, то есть она уже работала там в женской организации, а у них такой принцип мультиплицирования, они собирались в Москве проводить вот эти гендерные программы такие. И она просто хотела остановиться где-то. Она позвонила, остановилась у нас. Она уже галерейной деятельностью не занималась. Но у нее там осталось, и потом она подружилась там с моей женой и так далее. Длинные истории. Но у нее была возможность еще как бы, вот она числилась как галерист, и у нее была, там у них такое, это, кстати, как пример положительности искусства, да, вот как у них эти районы в Берлине, и вот ратуша ее района, у них такой принцип, что галереи, которые на их территории существуют, каждый из них делал в ратуше выставку. Просто в здании ратуши. И была ее очередь. Вот как бы там другие уже там делали, или, не знаю. В общем, вот у нее была это, она говорит, хочешь, можно сделать вот такую выставку. Но я подумал, почему нет, и вот совершенно авантюрно под мышки, она сказала, что только поездом, потому что это как бы объект культуры, и его надо как-то под контроль. То есть, и поэтому на самолете, если ты... Вот я заявился все равно на самолете, в коробках вот эти работы мои. В общем, пришел, там, конечно, в аэропорту проблемы, но они там меня встретили, как-то, в общем, их уговорили. И все, и вот так вот первый объем своих работ я туда привез. Сделали там выставку. Параллельно вдруг позвонила, опять же, наша землячка, вот Виолетта Авицба Рудат. И предложила, она работала в университете Гумбольдтском, предложила сделать выставку, а уже это предложение было. И то есть там совпало просто, что я с одной выставки, потом я сказал, посмотрим, и в принципе работы уже были там. То есть они никак не связаны, вот эти предложения, но они вот, как сейчас, вот совпадения, какие-то совпадения, которые, из чего складывается наша жизнь. Адгәыр Ӡӡари асахьаҭыхҩы иаҳасабала ашьақәгылара даналагаз аамҭа иара иалкааны изҳәаӡом. Убри игәалашәоит анырра изҭаз зегьы. Уахь иалоуп ҩажәатәи ашәышықәса, хынҩажәижәабатәи ашықәсқәа рзы Аҟәа зхы идызкылоз асахьаҭыхыҩцәа реибадырра. Было вот официальное искусство такое, апробированное, и было, которое не совсем вписывалось. И вот это художники, которые туда не совсем вписывались, это в основном сухумские ребята, которые
все-таки интересовались искусством, не были замкнуты здесь. И из того, ну, конечно, тогда с информацией было сложновато, но тем не менее вот, добывали какую-то информацию. Ну, в основном это сегодня классика, конечно. 20 век, это вот мы здесь фильмы показываем, как раз я вот до сих пор восполняем этот пробел, потому что эта информация почему-то у нас как-то мимо прошла, но весь 20 век. Ну а мы вот тогда интересовались как раз, да, вот авангардистами там, 20 века. Ну и все это опять, конечно, было достаточно умеренно, то есть не было никаких особых таких авангардистских проявлений, то есть где-то это давно уже музейное искусство было. Но для нас это было все, естественно, здесь совершенно там, ну, воспринималось, скажем так, напряженно, а то и вообще просто отвергалось и прочее, к сожалению, потому что много из того периода, например, работ вот, ребят тогда молодых, вот если бы тогда внимательнее были, там многое, например, сейчас бы хранилось бы в нашей галерее. Туда можно условно отнести. Это тех, кто все-таки в творчестве, ну, как-то, не знаю, вот искали что-то. Это довольно такая интернациональная группа. Но это, опять же, условно. Кого-то можно туда причислить, кого-то нет. Вот из живописцев, мне кажется, вот Валера Аркания, он вот наиболее такой был яркий, конечно, как живописец. Были там Вова Маркосян, был вот Вова Шенгелай, который он тогда, может, не очень много работал, но это все-таки не так важно, важно вот общий дух, потому что, ну, вот тот же Вова, он там, они все старше меня там на несколько лет, года 4. Но для меня там было, они там любители джаза и так далее, то есть какие-то вещи там вот от Валеры Аркания, например, вообще эти имена там Раушенберга или там еще кого бы, ну, узнавал от них там. Ну, то есть такая атмосфера своего рода. Ну, там целый ряд вот таких ребят там, ну, потому что, как сказать, это не востребовано было, и это так, ну, писалось для себя, но эта атмосфера, вот у него мастерская, вот здесь прямо где часы, вот там во дворе. Мы часто туда там приходили, это был период, например, когда вообще как-то искусство, все художники вынуждены были там ювелиркой заниматься, и даже он тоже, там чуть-чуть у него такой в уголке маленький столик, но он все-таки писал, и это такой маленький очажок, все-таки такой пульсирующей вот, живописной культуры, скажем так, вот он был. Сҩызцәеи сареи ҳазҿлымҳан, аҳәаа нырцәтәи адунеи акультураҿы имҩаԥысуаз ахҭысқәа игәалаиршәоит Адгәыр. Дара рқәыԥшра аамҭа мҩасуан амузыкатә гәыԥ Beatles аӡбахә адунеи ианахыҵәаз аамҭақәа рзы. Аҳәаа нырцәтәи амузыка, арок, аџьаз, ари зегьы жәаҳәарада Адгәыр ихаҭареи анаҩс ирҿиареи анырра наҭеит. Джаз как музыка для меня наиболее близкий. Я люблю блюз, конечно, но вот все-таки джаз как метод в творчестве, мне кажется, наиболее вот такая подходящая параллель. Потому что вот мы говорили о названиях, например, работ, да, то есть, ну а как вот в музыке там называется как-то, какая-то мелодия, она называется там Канталупские острова. Почему острова? Где они там? Ничего, ни слова не сказано, там вообще слов нет, да. Но вот мелодически оно что-то вот ассоциации вызывает. И вообще как метод творчества для меня вот джаз, потому что, например, строится все-таки по принципу импровизации, да, но всегда он строится, эта импровизация строится из вашей вот предыстории, то есть из вашего бэкграунда, вашей музыкальной культуры. Вот ваших каких-то там, не знаю, это закладывается в вас, вот эти гармонические какие-то структуры. Да, и потом вы, когда вы импровизируете, но вы идете вот по каким-то уже в вас впитавшихся вот этих структурах гармонических. И вот у меня сам живописный метод такой. Я начинаю с чего-то, я делаю иногда такую довольно экспрессивную там вот абстракцию, а постепенно я ее структурирую, я вывожу к какой-то ткани такой вот уже самостоятельно живущей, но она именно вот так импровизационная. Поэтому как метод мне очень близок именно вот такой джазовый подход. Аҿыханӡа аграфика, афорт, Адгәыр Ӡиӡариа аус иуеит иуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла. Иара ураганы дыҟоуп арҿиаҩы иҟаиҵо иалҵуа акәӡам дзызхәыцша, иара апроцесс ауп асахьаҭыхҩы изы ихаданы иҟалаша.
Если ты изображаешь, то по ту сторону должен кто-то стоять. Иначе это подача, и должен пас, да, вот этот. Это идет такой контакт. Другое дело, здесь уже вот вопрос такой, в какой момент? Я имею в виду, что когда, если в момент творчества ты думаешь о зрителе, то это очень плохая тема. И потому что, как наш вот коллега, ныне покойный, Женя Котляров, он говорил о том, что, опять же, его тут вот наши друзья цитируют, когда он говорил, кто главный враг художника? И после там вот попыток ответить, он говорил, зритель. Потому что в момент творчества, ну, это уже опять повторяюсь, но никто не должен стоять между вами. Если ты думаешь о зрителе в этот момент, то это уже не искусство. Но когда уже твои работы смотрят, конечно, когда они готовы и где-то висят, то тогда важно. Но опять же, мне, например, важнее будет мнение одного человека, нежели там большой массы людей, но которые не понимают. Вот мои же работы, мой же вот двоюродный брат, он очень хихикал, когда узнавал, что кто-то мне за это может деньги дать. Так что здесь, ну, это мой брат, я его люблю, но его мнение для меня ничего не значит в этом смысле. Адгур иусумҭақәа рахьырак ахьыӡқәа рымоуп, асахьаҭыхҩы иазгәаиҭоит урҭ рызхәыцрагьы ахатә ҵакы шамоу. Поэтому название это конец процесса самого. Вот я считаю, что точка в творчестве, вот в картине, это когда ты ее назвал, вот тогда и свершилась. То есть вот в тот момент именно произошло, и все, тогда она уже завершена. Я смотрю, я вот пытаюсь вникнуть действительно уже отстраненно чуть-чуть. То есть вот пока ты творишь, ты внутри процесса. А потом уже вот, когда я вдруг начинаю вот проникаться тем, что же вот все-таки это есть. Потому что ты пока творишь, ты немножко внутри процесса. А тут и вот вдруг ты начинаешь сам осознавать, потому что я уже повторяюсь, потому что говорил об этом, да, что творчество, оно уже иррационально. То есть, вот, а здесь уже рацио это некое внешнее, это через сознание. И вот этот момент, когда я уже пытаюсь через сознание подойти к тому, что делал. Потому что в момент, когда делаешь, это немножко другой процесс, чуть параллельно. И уже тогда, и вдруг вот приходит ответ. И иногда сам для меня самого ответ того, что получилось. Почему детям нравятся открытые цвета такие, ну вот я имею в виду, как вот радуга, да, красный, желтый, то есть яркие конкретные цвета. Детям нравятся, и как известно, ну так уж, извините, это не мои выдумки, это такие вот социологические исследования. Такому простому люду, вот людям, далеким от искусства, то есть им нравятся вот простые, яркие, понятные цвета. Людям со сложной внутренней структурой, да, с тонкой организацией, им нравится, не то что нравится, но потребность такая, вот в более сложном цветосочетании, более сложных цветах. Ведь сложный цвет образуется из смешения, из оттенков. Эти оттенки, вот я, например, открытые цвета почти не использую. Почти никогда вот не использую. Только исключительно, там, например, красный, вот нужно мне красный там, акцент. То вот это уже привычка, я все равно что-то примешиваю. То есть создание нового оттенка. И вот эти сложные оттенки, меня, например, всегда интересует именно создание сложного цветового сочетания. И это интереснее вот людям, они зачастую вызывают более сложные эмоции, иногда тревожные, иногда, то есть, но это более тонкие переживания. Поэтому вот как сказать, это формируется, как музыка. Ну кому-то нравится, да, вот там, попса, простая такая эстрада, но на самом деле враг искусства, вот Шниткин назвал, шлягерность. Вот эта шлягерность, она везде есть. В любом виде искусства, в том числе и изобразительность, шлягерность. А шлягерность – враг искусства, сказал он. И я отчасти с ним просто не могу не согласиться. Не отчасти, а вернее полностью согласен. Арчевю дазжикуп иказараджа агураганы дукуп асахатахве. Я как художник, скорее это мое, а не
нечто такое общественное. То есть это мое личное. И обязанностей у меня там нет. То есть я могу делать, вот как Бог на душу положит. Но вот именно как раз ответственность перед Богом, она очень серьезная. И если действительно, когда ты творишь, ты предельно честен, это есть. Оно не совпадает зачастую ни с конъюнктурой, ни там, с запросами нынешнего общества и прочее, прочее. Но главное внутренне быть честным. А для меня, я все думал, когда-то потом прочитал, что все-таки творчество это тоже своего рода эскапизм такой. То есть это такое убегание от общества. Ну, разные формы есть. Но вот в том числе и для меня как-то с детства действительно это был такой эскапизм. Я просто замыкался таким образом. Это мой мирок, и я сразу в него перепрыгивал. И вот меня ругали, а я начинал рисовать. Сидел и таким, это как ракушка такая. Поэтому для меня это немножко другой процесс. Адгур яхейна пызлаку мачдзам. Уажәыда џьуп ашкол хәыҷқәа рырҵага шәҟәы архиара. Ааигәа иара иҩызцәа асахьаҭыхыҩцәа ирхаладырхәит Сербиатәи ареспубликаҿы имҩаԥысуаз жәларбжьаратәи апленер. Асахьаҭыхҩы хьаас имоуп аҵыхәтәантәи аамҭазы аусумҭақәа раԥҵаразы аамҭа ахьицәмаҷуп. Но мне как-то жаль мои, вот то, что эти усилия, которые я туда прикладываю, то есть мне бы их хотелось бы приложить на что-то более продуктивное, я имею в виду, например, если бы я просто писал бы картины, мне кажется, может быть, даже больше пользы было. Да, вот вы говорите о задачах, да, то есть, может быть, они кого-то на что-то подвигли, потому что, ну, вот есть молодые художники, мы говорим опять о воспитании, о влиянии, о развитии вкуса и прочего, да, то есть, может быть, это вот на кого-то повлияло бы, это больше пользы было, нежели я как администратор вынужден биться, а потом я все-таки понимаю, что наше общество, к сожалению, оно вот в такой фазе, что, а это тоже организация, которая, это те же люди, наши граждане, художники, те же, иногда сложнее даже. Вот. И, конечно, во-первых, эта структура, она не может быть сама по себе, мы не можем островом быть, да, то есть мы завязаны со всем остальным нашим социумом, со всеми структурами и традициями, которые сейчас приняты у нас. Я имею в виду традиции вот такого, ну, как сказать, социального взаимодействия неких организаций и прочее. Я не имею в виду сейчас вот не в национальном смысле традиции, а традиции, заложенные вот в коммуникации там, организаций и прочее. И, к сожалению, вот невозможно здесь отдельно такой, в отдельно взятой квартире коммунизм построить. То есть, к сожалению, сталкиваюсь я все время с проблемами там, где их, по идее, не должно было быть. И вот идет битва вот с этими мельницами, которая, в общем-то, выматывает. Арҭ еиуеиԥшым аамҭақәа рзы Адгәыр аус дыиулахьаз аиллиустрациақәа роуп. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп ашәҟәыҩҩы Даур Занҭариа ишәҟәазы иара иҟаиҵаз асахьақәа. Иазгәаҭатәуп Даури Адгәыри хаҭала ишеибадыруаз, ишеиҩызцәа бзиақәаз. Большое видится на расстоянии. Вот сейчас, когда его уже нет с нами 10 лет, все больше понимаешь, насколько он все-таки был исключительным. Это все-таки такая неординарная совершенно личность. Очень недостает его, потому что и очень жаль. Такая судьба очень какая-то вся у него изначально. У него были свои какие-то такие из детства идущие какие-то там личные. Он очень тонкая личность, и, конечно, все это вообще в нем, это колоссальный мир, это целый мир в нем. Вот потом его такой череп массивный, я вот все понимал, что это целый мир. Очень интересный причем, богатый, разнообразный. И с ним было сложно. В быту там, он совершенно часто неуютно, умел раздражать, но умел и вдохновлять, и умел придать жизни какой-то иной вкус. Вот он, когда появлялся, уже все, вот, уже то, даже о чем мы говорили,
оно вдруг сразу теряло смысл, и он предлагал нечто сразу иное, то есть он вдруг начинал о чем-то говорить, и это действительно увлекало. Потом, это знаете, вот как вы, например, с детьми общаетесь, вам приходится адаптировать язык, да, то есть вы говорите так, чтобы ребенку было понятно, или с человеком там, плохо знающим язык. Вы с ним говорите простые слова, ну, то есть вы адаптируете свою речь. И вот, что интересно было, когда общался с Дауром, то вот те же темы жизни, которые вот волнуют, он вдруг, то есть он умел затронуть какие-то такие глубинные в тебе струны, которые вот в других случаях они как бы не звучат. Вот как вот, если о словарном запасе, то вот с ребенком вы не используете там сложные какие-то термины, да? Вот так же и в понятиях. И вот общаясь с ним, вдруг вот эта тоска, вот как вы, например, по-русски все время говорите, а потом все-таки вот ваш речевой аппарат тоскует по абхазским гортанным звукам, еще каким-то, да, то есть вот прямо речевой тоскует. Вот так есть и в человеке, вот есть эта потребность, да, и он прямо задействовал такие струны какие-то, и поэтому с ним всегда было интересно общаться. И он, конечно, очень масштабный человек, который, ну, он просто как литератор, конечно, не смог выразить себя не то что полностью, а даже вот более-менее ощутимо то, что в нем было. Вот Фазиль Искандер, он, например, весь выражался в своих текстах. А Даур, он и рассказчик, и, то есть, это всегда, то есть, все-таки должны быть другие каналы перекрыты. Тогда это вот канализация такая идет вот в одно русло, вот в творчество. А он и собеседник, и, понимаете, да, это чуть-чуть начинало. Поэтому мы, например, он всегда обижался, там, если мы его тексты не читали. Но это потом понимаешь. И я, например, там стих, который я после его смерти прочитал, «Ночь», да, вдруг мы-то знали по ощущению, по состоянию, но там абсолютно вот выражено его состояние. И, конечно, было бы смешно, когда мы дружили, сейчас прямо я там увлеченно читал бы его тексты. Тем более он часто там даже были, где-то мы фигурируем в рассказах там, и так далее, и я его там все уличал, что там он перевирает все. Но это литературная форма, это другое. И поэтому должно вот опять, нужно время, немножко должно отойти, но я понимаю, конечно, что он абсолютно вот такая штучная единица, незаменимый. И его утрата для меня, например, это просто без него жить намного мне, например, менее комфортно. Не то, что комфортно, а то есть тона у жизни совсем другие. Иҳәатәуп Адгәыр Ӡиӡариа зҿлымҳарыла дышрызнеиуа ҳреспубликаҿы имҩаԥысуа апроцессқәа. Убас иара даҿагылоуп аҵыхәтәантәи аамҭаз Аҟәа ақалақь аҿы хыда имҩаԥысуа аргыларақәа. Это самое худшее, когда апатия возникает. Вот, когда ты понимаешь, что ты ни на что не можешь влиять. Это уже апатия. И я боюсь, что не я один так чувствую. И это самое худшее, когда это в обществе происходит. У нас происходит именно это. Неверие в то, вот в здравый смысл, неверие в то, что может победить действительно разум, и здравый смысл самое главное. У нас все почему-то свелось, к сожалению, в нашем обществе. Может, я не знаю, что должно чудо произойти, что-то поменяется, но у нас возобладал вот этот, как сказать, такой примитивный эгоизм в обществе. Понимаете, то есть когда человек, вот, то есть это вот психология примитивного эгоизма, это такая обывательская психология. Ну, обыватель, он должен быть обывателем, не все должны быть политиками. Но когда во властные структуры стремятся люди с таким мышлением, вот это опасность. Это такой, я же говорю, примитивный эгоизм, когда мне сию минуту хорошо, он даже не думает, что завтра с его сыном, с его детьми, где они будут жить, в какой среде. Им кажется, что они сегодня их материально обеспечили и тем самым решили свою проблему, на самом деле нет. И это вот такой примитивный эгоизм. Есть там более масштабный эгоизм, да? И вот в данном случае то же самое происходит. И то, что у нас идет такая вот такая форма вот, изменения города, это абсолютно, это что, это какая-то градостроительная идея, нет же?
Даже вот эти точечные застройки. Вот когда начинают меня убеждать, ну что плохого там появится, вот то, что в Синопе, например, строят. Но вот какой импульс был? Откуда это здание взялось? Что это задумка градостроительная? Нет же. То есть это какие-то интересы где-то чьи-то. Все, я дальше даже не должен выяснять вообще, мне это не интересно. Я понимаю, что никогда там не стоит какая-то серьезная градостроительная задумка в этом. Есть понятие зонирования, да? То есть вот какие-то точки там, распределения каких-то структур городских и так далее, и так далее. У нас все время точечная застройка. То есть у нас просто вмонтируют здание без учета вообще чего-либо вокруг. Без учета. И это никогда не может быть разумной застройкой. Поэтому я, конечно, не буду сторонником. Другое дело, что я отстранился просто от всего. Даже в Фейсбуке я только шутливые картиночки помещаю. То есть для меня Фейсбук такая площадка была, своего рода, трибуна, да? Но мне уже стало все это совершенно... И это плохой знак. Вот в чем беда. Шықәсқәак раԥхьа Адгәыр Ӡиӡариа дҟаҵан, Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ахантәаҩыс. Иара ибзианы еиликаауеит асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа адгылара рыҭаразы иҟаз атәы шырацәоу. Хьаасгьы имоуп уи азы алшарақәа раԥҵара макьана ауадаҩрақәа рацәаны иахьацу. Но талант – это семена всего-навсего. Семя, в котором есть некая программа. Но это семя еще, вот я брошу его на пол вот здесь, и из него ничего не вырастет. Его надо в правильную почву еще поместить. Мало того, его надо ухаживать за ним, поливать надо, пропалывать надо, чтобы сорняки вот, на корточках там и так далее, это авторитетные очень. Чтобы, вот, потому что это для молодых людей вот, ориентиры какие. Вот он видит этот там на шикарной машине, вот этот у нас сейчас культ такой буржуазный, причем такой примитивно-буржуазный, он возобладал. И, конечно, для молодых людей соблазны вот эти, да, вот обладание какими-то атрибутами становится важнее. Это все задача воспитания, конечно. Поэтому не просто привести в искусство, не просто там определить, что это любой ребенок рисует, он талантлив по-своему, а взрастить. Задача общества уметь взрастить. А вот отсюда у нас проблема начинается, а мы этого не признаем. И я сталкиваюсь это и с учебными заведениями и прочим. И я понимаю, что эта задача, конечно, комплексная. И нельзя вот здесь уже взрослых мне художников там переучивать или там чему-то. Хотя я пытаюсь все равно, вот у нас молодые, чтобы они, я вот на этом опять у меня здесь разногласия возникают с моими же коллегами. Я все время призываю к тому, чтобы мы создали среду обитания вот эту, куда вот эти молодые, вот они худо-бедно, они заканчивают учебное заведение. А куда потом им идти? Нет этой среды. Вот у нас есть вот здесь вот как ящик, вот этот выставочный зал, который ничем не наполнен. Ну вот он придет сюда и что? Он придет и уйдет. Ну принесет потом жалкую работу какую-нибудь. Он не коммуницирует, он там делает сам по себе в одиной. Он должен в каком-то социуме быть, он в контексте каком-то должен быть. Искусство, оно, это тоже такая-то, вот есть такое понимание, которое в свое время Марсель Дюшан, как-то с него вот это определение пошло, и оно очень точное. Это контекстуальность, то есть зависит от контекста. И вот должен быть контекст, он должен с кем-то взаимодействовать. Это все равно это своего рода лексикон, это условный язык. А если это так сам по себе, вот у нас есть такие ребята, вот он сидит там где-то у себя далеко, там, кто-то в Гудауте находится там, и он пишет, вот что там, я не знаю, ему там взбредет, и видно, что он просто его там кидает туда, что он хочет что-то делать, но он не в состоянии, вот должны быть какие-то ориентиры, что-то, ну, на что-то опираться надо. Поэтому должна быть какая-то среда. Вот мы здесь делаем, опять же, эти кинопоказы. Это моя идея, она давняя была, и я думал, это одна из форм такая, все-таки своего рода просвещения. Вот для тех же молодых художников. Но это такой шажок. Потому что потом можно делать какие-то там, кого-то приглашать, какие-то лекции, какие-то мастер-классы. Но чтобы он знал, что здесь что-то происходит, пульсирует какая-то жизнь художественная. Абас иҟан асахьаҭыхҩы Адгәыр Ӡиӡариеи ҳареи ҳаиԥылара. Арҿиаҩы уи адунеитә усқәа зегьы рыҿцара илыршаны иҩнуҵҟатә цәаныррақәеи ихәыцрақәеи рыла арҿиара иаҿу иоуп, азгәеиҭоит Адгәыр. Аҟазараҿы аҭак ԥхықәра ахьумоу ауаа рҿаԥхьа акәӡам, ухаҭеи анцәеи рҿаԥхьа ауп, иҳәоит иара. Сара иахьа абри ала абзиара сҳәашәаҳәо ишәгәаласыршәоит, аԥсҭазаара кьаҿуп.
аҟазара наунагӡоуп. Бзиа ижәбала аҟазара, уи шәыԥсҭазаара арԥшӡоит. Абзиараз анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа.